И вообще карантин не повод грустить. Это время заняться тем, до чего не доходили руки из-за работы и учебы. Например, творчеством в домашних условиях или саморазвитием. Якутяне не исключают даже поход на каток. Как Якутск переживает период коронавируса, расскажет Сарглана Федорова. Если обычно на катке гудит толпа, то сейчас народу поубавилось. Карантин вносит поправки в жизнь якутян. Однако некоторых домашний режим не спасает от скуки. Мы не боимся, потому что здесь как свежий воздух. Нужно активнее отдыхать, наоборот. Но маски мы не носим, руки моем, лицо не трогаем. В основном дома сижу. Дома убираюсь, кушать готовлю. Вообще-то я боюсь, но как-то рискуем. И мы вот с внуком, и мы все на льду. А защищаемся, пьем противовирусные. Дома все пьем, все у нас как бы стерильно. Надеюсь, что на улице же мы не в помещении в закрытом, поэтому, мне кажется, надо укреплять иммунитет, а это только на свежем воздухе. На период карантина местные власти запретили деятельность учреждений с массовым скоплением людей. Остановили все развлекательные спортивные мероприятия с участием более 50 человек. Ситуацию нельзя недооценивать. Взрослые обязаны объяснять это детям. Те, кто недавно прибыли из-за рубежа, самостоятельно изолируются, даже если хорошо себя чувствуют. Им необходимо 14 дней оставаться дома. Риск заражения, пока мы летели, все-таки был. И будем надеяться, что все обойдется, но все-таки не стоит рисковать здоровьем и жизнями своих близких. Есть очень много людей с пониженным иммунитетом, для которых эта болезнь может оказаться очень и очень сложным испытанием, вплоть до летального исхода. Поэтому я хотела бы призвать всех своих соотечественников, якутян, чтобы были честными с собой, с остальными и чувствовали ответственность. И 2 недели, в принципе, это не такой уж и большой срок. Надо помнить, что нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для здоровья. Носить маски, придерживаться дистанции, если это возможно, соблюдать гигиену рук. Это несложные требования, они необходимы. Даже в такой нерадостной вещи, как коронавирус, можно найти положительные стороны. Вынужденный домашний режим – отличная возможность заняться собой. Например, некоторые фитнес-тренеры проводят онлайн-тренировки. Повсеместном закрытии фитнес-залов я, фитнес-тренер Виктория Тарасова, рекомендую перейти на онлайн-тренировки в домашних условиях. Для этого нам понадобится минимум снаряжения – это всего лишь пара гантелей и резиновые амортизаторы. Фитнес-тренировки укрепят ваш иммунитет и поднимут вам настроение. Даже наедине с самим собой есть чем заняться. Это самообразование, чтение книг, просмотр фильмов. Тем более, что из-за коронавируса большинство сервисов открыли бесплатный доступ к своему контенту. Сарглана Федорова, Семен Семенов, Якутск.